Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ершов. И вот о чем расскажем вам сегодня. В Очхой-Мартановском районе открылась новая школа хафизов. На торжественную церемонию прибыл Рамзан Хаджи Кадыров. В Чеченской республике почтили память шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. По всему региону прошли религиозные обряды. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. В этот раз помощь оказали семьям погибших участников СВО. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. Дик амалинчнеха, му'миннеха, дик чунц весетлинчере, собрехелчере, болха, эхер тах дуния нах твелхербу Алла, дала шесиладул Кур'ан чадуй бина. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили коллективный намаз. В селе Новый Шарой Очхой-Мартановского района открылась школа хафизов, рассчитанная на 100 учащихся. Учебное заведение названо в честь 4-го праведного халифа, двоюродного брата пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Али ибн Абу Толиба. В торжественной церемонии открытия приняли участие Рамзан Хаджи Кадыров, советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев, председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов, руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов, советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов и другие официальные лица. Ровно год назад здесь была заложена капсула для строительства 11-й школы хафизов. Сегодня учебное заведение начинает работу и названо в честь Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. На церемонию открытия прибыл глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Мероприятие началось с чтения священного Корана. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Продолжение курса, заложенного первым президентом Чеченской республики, сегодня находит отражение в развитии системы религиозного образования. Благодаря постоянной и всесторонней поддержке школ хафизов со стороны главы республики и президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны в регионе растет число знатоков священного Корана. Об этом в своем выступлении заявил советник главы региона, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, куратор школ хафизов Чеченской республики Адам Шахидов. İslam dinle garanti veriyorsun şu mahka. Dar dok dik Medine şun. Şiagara çünkü selam marşallahu, muftiga selam marşallahu ala soğuk vesettinir ve şu dağaçdo. Allah dar dikans bir kabul huna Ramazan hacı. Da dikans bir kabul ve mehnan imani hacin. İşte hor battah masit toz basu hücr şka. Alaf doçuk, da ermalar doçuk. Savna ikhüş, savgataş dolş. Kur'an fatmaş diyor bolçan taç hor battah. Советник главы региона муфти Салах Хаджи Межиев напомнил собравшимся о трагических событиях прошлого. В этот день, в 1864 году, духовный наставник шейх Иласхани, да будет возвышена его святость, вместе со своими мюридами был отправлен в ссылку. Mahkah vakıda duyar. İz mahkaha vakır devdin bağındoluş kılva. Devdin bağındoluş mahkah ve Allah devdin bağındoluşa. В завершении собравшиеся прочитали дуа, прося милости и прощения для всей мусульманской уммы. Затем глава республики вместе с соратниками осмотрел новое учебное заведение.
В ходе мероприятия глава администрации Ачхой-Мартановского муниципального района Хасбулат Амаев вручил Рамзану Хаджи Кадырову памятный подарок. Посох шейха Иласханида будет возвышена его святость. Учебное заведение построено за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Комплекс оборудован всем необходимым. Спальные комнаты, зал для дзюдо, игровая зона, столовая, комната для намаза и многое другое. Чодик волбгеллатон. Хашкол иллна херхав школ. Бирш диш метик хиларна. Хер дох соугат дотон. Дох баркала дохз ахекчана даглашчана. Хер ядагденчана дерезхил. Набор в школу хафизов стартует 1 февраля. Поступить могут дети от 9 до 12 лет. Они должны уметь читать Коран по правилам таджвида на среднем уровне и знать один джуз наизусть. Всего планируется зачислить 100 учеников. Сначала будут принимать тех, кто сдал экзамены на отлично, затем на хорошо, если останутся места. Хава Ахмадова, Саидамин Ибрагимов, Имам Юсупов, Артур Хациев. Неделя. 3 января – День памяти и почитания шейха Иласханида, будет возвышена его святость. Именно в этот день, в 1864 году, Авлия был арестован царскими властями и сослан в Новгородскую губернию, город Устюжна. В честь памятной даты по всей республике прошли масштабные религиозные мероприятия. Верующие совершали религиозные обряды зикр и мавлид. Далее в нашем репортаже. В день памяти и почитания шейха Иласханида будет возвышена его святость. Тысячи последователей его учения собираются по всей республике, чтобы вспомнить его мудрые слова и неоценимый вклад в распространение ислама. Это событие объединяет верующих, укрепляет духовные ценности и способствует сохранению традиций, заложенных шейхом Иласхани. Да будет возвышена его святость, чье наследие продолжает вдохновлять многие поколения. На кладбище Газотан-Кешнаш собрались многочисленные последователи шейха Иласхани, да будет возвышена его святость. Здесь захоронено около 400 мюридов шейха. Собравшиеся совершили обряд зикр, восхваляя Всевышнего и его посланника, мир ему и благословение Аллаха. Сем старого да дун на то эрстен халдуаш заман чуа машин шайо хисиж ола хит путок яцер цаушско до алоли ягаш халда дишлер я путок шайо яциг айда вот тецбиш иболил бур я хабо серч дош илил дур тан эрстен да модуй кешиш даха модуй мархаба модуй. После собравшиеся прочитали дуа, прося милости у Всевышнего для мусульманской уммы. غازوت كشنشكا حتناقيتن دالمو وعديلا بويخ مرحيقوش وي أستاذ حجاد دقويتش حقول دم أقوين مخاقر وي بخيشار وين حمديتسر تغنجين قول ينورا تايزر باربا قوز ديل شرا حجمخ ويحكنو كوزا مرج غازوت دي. Память великого шейха почтили и в городе Урус-Мартан. В центральной мечети имени Вахи Джамалханова верующие прочитали мавлид, восхваляя Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и совершили обряд зикр. В этот день религиозные мероприятия прошли во всех районах республики. Шейх Иласхани, да будет возвышена его святость, оставил значимый след в распространении ислама на Кавказе и сыграл важную роль в судьбе чеченского народа. Его наследие и сегодня продолжает объединять верующих. Висхан Закриев, Юсуп Эжиев. Неделя.
Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию. Семьям погибших участников специальной военной операции передали материальную помощь. Родственники бойцов выразили искреннюю благодарность главе региона и президенту фонда Аймане Несиевне за внимание и поддержку. Стоит отметить, что фонд на постоянной основе оказывает помощь военнослужащим и их семьям. دا ساعة دولار ومحكني ومحكدين وأوكرانيا بلغان تشتي دقش ساعة. В мечети имени шахидов состоялась торжественная церемония вручения документов об окончании курса. Выпускники специальных уроков под руководством всемирно известного ученого, специалиста в области коранических наук и хадисоведения шейха Яхья Аль-Гавсани получили свидетельство о завершении обучения. Особую значимость событию придало и то, что каждому из успешно завершивших обучение были вручены иджазы, разрешение на преподавание и дальнейшее распространение знаний. В мероприятии приняли участие советник главы региона муфти Салах Хаджи Межеев, шейх Исам ат-Туниси и сам наставник курса шейх Яхья Аль-Гавсани. 2025 год ознаменовался в Чеченской Республике масштабными преобразованиями. За короткий период реализованы значимые проекты от социальных объектов до крупных федеральных инициатив. Этот год стал одним из самых результативных. Подробнее далее в сюжете. Год начался с открытия новой школы хафизов имени Авлия шейха Усмана Хаджи в селе Знаменское Натеречного района. Учебное заведение рассчитано на 80 мест и стало уже 9-й школой, специализирующейся на изучении священного Корана. Объект построен за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دير نعمة لقدو أو نعمة أنا ما خاد وسخاء وين ده خمر وتلوق وين ده المقطع ده لها نعمة السوداء وخيروي ده لو نعمة خمبين شارف دويلوي ده وش ديزن دولش ده وش قية بيدولش وش غير قيدولش قية الله دير صوبالي ترحمن إيش بيرت غير دولش ده بس أنا دويلوي. В мае в Грозном открылась уникальная мечеть на 5000 молящихся. Святыня названа в честь шахидов чеченского народа. В здании созданы все условия для молитв, от просторного зала для современных систем климат-контроля. Архитектурная композиция с округлым куполом и 5 минаретами стала новой религиозной жемчужиной столицы. Ahmad Hajda Gazu Qabullaysun dar darja Allah Qoqil Sunsa Samsil Boshbol Ibqi Gazwat Kant Otqi Gazwat Kant Saraf Mamsur Shiash İşte Beregiye Devlet Yedin Khil Boshbol Gazwat Nagaloch Seyir Kürtiyah Ahmad Hajbol Shda Gazwat Qabullaysun İşte Yok Sayılış Mecdik Duyur. Мечеть шахидов – лишь часть масштабной работы по развитию религиозной инфраструктуры. В республике активно строятся новые мечети, медресе и школы хафизов. Существенный вклад в реализацию проектов вносит региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. В 2025 году открыты 38 мечетей. Строится еще 97 мечетей. Всего же в республике 1547 мечетей. Построено 14 медресе. Строится еще 9. Всего же в республике 456 медресе и центров изучения Корана. Число хафизов в этом году увеличилось на 334 человека. В честь 74-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики состоялся единый выпуск хафизов региона. 7 лучших выпускников получили красные дипломы и по 500 тысяч рублей. Остальным учащимся вручили по 100 тысяч. ده حجة عيوة الشيء طون ليخش حافز كبروش واتر وقال خضر بقيتيدن بيش ديرن شنو بارا بوش قي نح بعد دير وعاد ما حجة ليش ديك خدر أشي ديك خدود سونا لا أيال إيش وفون كيقول هو معنا على ويدح حجة عامل ضعيل نير تيجي بيرت عدو ولد الهند يتو حجة عيوة شوي هو بايتشر شو يدر عايز حافز نقطة شو خلر إز بلوك بيركت دو
سون شابجيد وشعبول شيك على بعض على لا شاش دولش متى داري كان دو قيمة دينا صبيت سوار جودي هذا وداعي شو ده هذا الشطوب نهدو دوقتي شو صد أش كده عمل عبادتي دو دوقتي شو. В августе в селе Толстой-Юрт открылась 10-я школа хафизов имени шейха Докку Абдулазиза. Она рассчитана на 100 учащихся. Здесь созданы современные условия не только для качественного обучения, но и для комфортного проживания и досуга. Все расходы на строительство взял на себя региональный общественный фонд. إسبحتان دنيا نشوف حلقة متك حي الله يتعب حافظ شكول شداخي توش أزبال خاتان قايوك شوال ويبا شارم زار حج وزغلوش دال ديكاس بيقام بيلسون إشتا أخبال خات قايوك شوال ويمخنان أيماني عجال دال ريز خيلسان مسالنا. Помимо религиозной сферы, этот год стал для республики знаковым и в культурной жизни. Грозный одержал победу во всероссийском конкурсе «Культурная столица-2025». В течение года в столице прошло около 200 мероприятий, которые превратили город в точку притяжения для ценителей искусства и творчества. По межведомственному плану, составленному в рамках года «Культурная столица Грозный-2025», запланировано было более 180 мероприятий. Их все отработали, они прошли на высоком уровне. Но если говорить о всереспубликанском масштабе и плане, то и этих мероприятий уже более 1000, потому что весь город Грозный и все ведомство Министерства культуры, и Департамент культуры отработали культурную столицу по масштабу. И могу сказать, что мы сегодня заслуженно носим статус «Культурная столица» 2025 года. Весомый вклад в решение социально-экономических вопросов вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Жилищные условия в этом году улучшили 559 семей. Выделено 535 квартир со всеми удобствами. Построено 6 жилых домов, отремонтировано 15 жилых помещений. Финансовую помощь от фонда получили более 100 тысяч жителей Чеченской Республики. Кроме того, в зону проведения специальной военной операции отправлено 28 тысяч тонн продовольствия. Закуплено оборудование для медучреждений в ДНР и ЛНР, а также в медикаменты и инвентарь. На сегодняшний день 13 тысяч бойцов из Чеченской Республики несут службу на ответственных участках СВО. В течение года фондом оказывалась всесторонняя помощь по всем направлениям экономики и социальной сферы. От имени правительства, от себя лично выражаю благодарность президенту фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Далгазот Кобалдуэльсун, уважаемой Аймане Несиевне, чье доброе сердце и поддержка не знают границ. Существенные изменения произошли и в строительной сфере. За короткий промежуток времени завершено строительство первой линии нового района имени Владимира Путина в Грозном. Здесь открыто 30 многоквартирных домов на 5400 квартир. Стоит отметить, что каждая из них уже нашла своего хозяина. Облик района сочетает современный стиль с элементами традиционной чеченской архитектуры. На площади около 300 гектаров возведут 150 многоквартирных домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Только начали дом, будем довольны, когда завершим дом. Когда планируется полностью завершить? И планируете ли вы пригласить Владимира Владимировича сюда, в район? Конечно, дом, мы с удовольствием приглашаем и ждем его дом. Когда будет развитие дом, полного района дом, мы пригласим дом и надеюсь, что он приедет. Одновременно велось строительство и нового правительственного комплекса. Это одно из наиболее важных сооружений для республики. Он состоит из 2 залов, способных одновременно принять более 5000 человек. Новый комплекс объединил органы исполнительной власти под одной крышей, повышая эффективность управления. Правительство, администрации, все вице-премьеры и 5 министерств из Нахан Аттахарду, Якача, Лиха, Биш, Боч, таковое правительство, удобство, что чинер, новый район, не слушает. И да, я kan vi hoppa då när hasmavade поручение kell правительстве att 5 октября каждый долгий эльч дойти бош асаля дойти бош дардас хасмамаз масаля лучше выдахай но он сум баркал дерис على حق عمل يكشن استن хасмамадина исанат муджио до масана дон. Одним из крупнейших инфраструктурных объектов стал новый железнодорожный вокзал Грозного. Современный комплекс не имеет аналогов в России по архитектурному и инженерному исполнению.
Он полностью адаптирован для маломобильных граждан и рассчитан на пассажиропоток до 100 тысяч человек в год. Как мы помним, в недалеком прошлом на этом месте шли ожесточенные бои, а сама республика лежала в руинах. Однако сегодня перед нами совершенно иная картина. Это новый регион, мирный, развивающийся и устремленный в будущее. Такое преображение стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и самоотверженной работе главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Также в центре столицы открылся новый жилой комплекс из 3 31-этажных домов. Построены 672 квартиры, коммерческие помещения и подземная парковка. Глава региона назвал проект уникальным для республики. В текущем году открыто 2 крупных образовательных объекта. В Грозном начал работу многопрофильный центр образования имени первого президента Чеченской Республики. Это одна из самых больших школ России, оснащенная современными лабораториями, конференц-залами и мастерскими. В поселке Черноречье также открылось учебное заведение на 1224 учащихся. Здесь оборудованы просторные классы, 2 бассейна, спортзалы, актовый зал и кабинеты дополнительного образования. В спортивной сфере также реализованы крупные проекты. Введены в эксплуатацию универсальный комплекс бокса и фехтования имени Артура Бетербиева на 350 мест, Республиканский центр спортивной борьбы имени Буйвасара Сайтиева, универсальный спортивный комплекс с бассейнами на 500 мест и спортивная школа тенниса на 200 мест. Стоит отметить, что все перечисленные объекты федерального значения. فوتبول كمان تاريخ تسألني دون مسارة دون ويهو فوتبول دون ويهو تنتواني أنسامبل بوش تيزر إستوشي حلقة يجين نرجوش خاطر تصور كنت عم زلجة دينا تان وحرق يرتاح لجوردة تعزيم السبت زايلش دون شون دقي ديش عروي تان دون يقي спортивный комплекс شوي حيلش إذا بوق بو. В конце года в Грозном начал работу новый командно-диспетчерский пункт международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова. Объект стал частью масштабной реконструкции воздушной гавани по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Открытие воздушных гаваней в крупнейших городах страны – это знаменательное событие для всех россиян и, конечно, для жителей, для всех, кто на сегодняшний день либо будет путешествовать туда, либо живет, либо как-то соприкоснется с нашими замечательными городами. Существенные изменения претерпела дорожная инфраструктура. В столице реконструированы улицы Шерипова и Айдамирова. Они расширены до 6 полос. Обновлено покрытие на проспектах Ахмата Хаджи Кадырова и Владимира Путина. Продолжается модернизация дорожной сети и по всей республике. После капитального ремонта открылся обновленный участок дороги Р-217 «Кавказ». Также введена в эксплуатацию дорога в объезд села Сержень-Юрт протяженностью 8,8 километров. Все это лишь малая часть масштабной работы Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики в этом году. Если сказать про Министерство автомобильных дорог, то в текущем году нами были выполнены работы по строительству, реконструкции, капремонту и ремонту дорог. 43 объекта, в том числе 9 мостов и 34 километра автомобильных дорог. Из них в текущем году введено 6 мостов и 69 километров дорог. 2025 год стал для Чеченской Республики периодом динамичного роста и масштабных преобразований. Религиозная, социальная, образовательная и спортивная сферы получили мощный импульс развития. Регион уверенно укрепляет свои позиции и продолжает поступательное развитие по всем направлениям. Хава Айдамирова, Асхаб Керимов, «Неделя». На этом у меня все. Спасибо, что были с нами, и хороших вам новостей.